В эти дни мы слышим очень много высказываний аналитиков и политиков о том, что было сказано в ходе встречи Лукашенко и Путина. О чем Лукашенко просил, что недосказал, какие ответы получил, а какие не получил. Все это инсинуации, все это блеф и спекуляции. Мы все гадаем. Давайте просто признаем одно. Решают судьбу белорусского народа. Но ни слова не говорят белорусскому народу, о чем договариваются, какие решения принимают, какие планы строят. Еще раз, Лукашенко демонстрирует белорусам, что мы для него рабы, что мы для него просто плебс, с которым не стоит делиться своими планами и решениями, потому что он правитель на земле белорусской, он помазанник, который не обязан никому ни о чем отчитываться. Дорожные карты. Сколько? 30, 35, 40, 100? О чем они? Что в них написано? Это не нужно знать белорусам. Важно, что знает об этом он. Сколько еще мы будем терпеть унижение со стороны этого человека, который возомнил о себе, что только он вправе решать судьбу людей, не ставя этих людей ни во что, не ставя их в известность о принимаемых якобы от имени народа решениях, а в действительности о решениях, направленных только на одно – сохранение его власти и уничтожение нашего суверенитета. Это полное неуважение и презрение к белорусам. Господин Лукашенко, хватит презирать белорусский народ, хватит не ставить его ни во что, а нам всем пора перестать заниматься выдергиванием и передергиванием протокольных моментов. Стояли флаги, не стояли, сидел он слева или справа, обсуждали они пухляк, снег или не снег, кто кого обогнал на снегоходе. Не это было главное. Главное, что ни слова не сказано людям, что же решено за спиной у белорусского народа и без нашего с вами ведома.